Над селом Большое Игнатово призывно звучат звуки эрзянской дорамы, инструмента, предназначение которого поднимать эрзян на борьбу за свободу. Звучит обращение к книжке Пазу, звучат слова из дорогой эрзянам поэмы Якова Колдуркаева «Эрмезь». Но сегодня это все делается не ради эрзяна. Сегодня это все используют те, кто уничтожает эрзянский язык и народ. Те, кто не верит ни в книжке Паза, ни в Христа, ни в Аллаха. Сегодня правят бал наследники тех, кто Якову Кулдуркаеву за поэму «Эрмезь» присудил 20 лет лагерей. Поэт вернулся больным стариком, ютился по чужим углам и умер в нищете. Наследникам его палачей плевать на память о нем. Здравствуйте, друзья! 15 июля в селе Большое Игнатово мордовский Минкульт-НАЦ провел республиканский национально-фольклорный праздник, который почему-то назвал Велень-Оскс – сельское моление. Это очередное кощунство, издевательство над национальными чувствами и традициями эрзян. Мы неоднократно заявляли, что ни Раскинёскс – народное моление, ни Велень-Оскс – сельское моление, не праздники, это моление. Это все равно, что назвать молением биеннале, фестивали, балаганы, цирки Шапито. Это все равно, что в Саранске открыть публичный дом, а над входом повесить надпись «Минкульт-НАЦ», а на фасаде разместить большое фото мадам Баулиной. Ну, это было бы ближе к истине. Это больше бы соответствовало смыслу происходящего. Послушайте, как красиво говорит Светлана Баулина, министр Минкульт-НАЦа. Атмосфера этого праздника удивительная. Год назад глава Республики Мордовия Артем Алексеевич Донов дал поручение подготовить и утвердить государственную программу. И ровно год назад государственная программа развития национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и иных языков была утверждена. И, собственно говоря, был дан старт большой, важной и кропотливой работе. Было бы прекрасно, если бы то, о чем говорит Баулина, было бы правдой. Красивая ее речь звучит только для тех, кто не знает истинного положения государственных языков Мордовии, эрзянского и макшанского, а положение плачевное. В упомянутой программе государственной есть все, что угодно, кроме обучения эрзянскому и макшанскому языку в школах на равных с русским. То есть изучение национальных языков в вариативной части учебной программы, по выбору, по заявлению родителей, факультатив. За последние 10 лет эрзян и макшан стало на 270 тысяч меньше. 270 тысяч эрзян и макшан превратились в русских. То есть, говоря простым языком, госпожа Баулина или не знает, о чем говорит, или лжет, или лукавит, это не важно. Впрочем, слышать такое от российского чиновника, от персонала, обслуживающего власть, а не народ, неудивительно. А вот еще одна мастерица разговорного жанра соревнуется с министром в лукавстве. Слушаем Татьяну Ларину. Люди, эрзяне, молились, чтобы род эрзянский продолжался, чтобы рождались дети, чтобы предки помогали в сохранении языка. Чтобы предки помогали в сохранении языка. Сохранение народа, эрзянского народа. Сам праздник – это такой объединяющий праздник всех эрзян. А в чем же лукавство, спросите вы? А в том, что Татьяна Ларина предлагает объединяться не вокруг эрзянской национальной идеи, не вокруг спасения эрзянского языка, а значит и народа. Она предлагает объединяться с теми, кто практически уничтожает твой народ, твой язык, твою культуру. Она предлагает объединяться нам со своим врагом.
Я знаю, что не всем понравилось сейчас слово «враг», но скажите, как можно по-другому назвать существо или систему, которая пытается тебя уничтожить? Подумайте, кто составляет учебные программы, кто определяет национальную политику Мордовии по отношению к нашим народам, к Эрзианскому и к Макшанскому. Это что, друзья? С такими друзьями никаких врагов не нужно. Ну, а на празднике на этом были представители тех, с кем Татьяна Ларина предлагает объединяться. Смотрим на команду госпожи Баулиной. Ой, а что это? На Эрзианском молении сразу 3 попа? Помнится, совсем недавно они ходили по школам и грозили отлучить от церкви, проклясть, если родители пойдут сами или отпустить детей на моление. А тут, пожалуйста. Это по древней традиции, сразу после обращения к Кинешке Пазу, с той же сцены выступает с приветствием Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский. А вот еще один персонаж сельского моления. Кто этот с автоматом Калашникова рядом со священником? Это что, древний эрзианский воин? Ну при чем тут солдат с автоматом? Даже на так называемом сельском молении. Власть уже не стесняется, совершенно по-хамски уродует все, что может, совершенно не считаясь с эрзианским народом, совершенно не стесняясь. С другой стороны, кто-то скажет, ну подождите, она же организовывает для вас фестиваль, там поют эрзианские песни. Зачем ей это нужно? Причина очень проста. За такими фестивалями, как за ширмой, как за занавесом, прячется истинное положение вещей. Закрытые школы, закрытые больницы, исчезающий народ, дети, посланные на войну с Украиной, на войну, которую развязала московская власть. За что они там гибнут? За этим фестивалем, как за ширмой, гробовое молчание о погибших на этой войне. Сколько погибло людей? Кто-то знает? Даже в Мордовии точную цифру. Погибших будет еще больше. Потому что даже свой республиканский национально-фольклорный праздник они используют как приманку. Посмотрите, какие экспозиции, стенды, что предлагалось на этом празднике эрзианам. Вот учитель истории и обществознания Большеигнатовской средней школы Валерий Кичемайкин. Кому, как не историку, рассказать людям про историю эрзиан, про героев эрзианского народа, про борьбу эрзиан за свободу, и повод хороший, согласитесь. Вместо этого на столе перед Валерием ржавые артефакты неизвестного происхождения и прочие атрибуты на тему «Деды воевали». А может, он там стоит с 9 мая, и его просто забыли снять с поста? Нет. Это элемент запуска истерии, навязывания параллели между воевавшими дедами и сегодняшней московской агрессией. И не случайно на этом же биеннале был стол, где утомленные песнями и плясками могут отвлечься, разобрав и собрав автомат Калашникова. А как же, это же древняя эрзианская забава. А на самом деле, это еще один инструмент напомнить, что всем нужно готовиться к раю, обещанному Путиным. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Вы слышали смех? Это смеялись идиоты. Интересно, они действительно готовы сдохнуть вместе со своими детьми и внуками, только чтобы попасть в рай вместе с Путиным? Понятно, когда к столу с оружием подходят мальчики, юноши. Понятно их желание, их бравада, их желание блеснуть перед односельчанами, покрасоваться перед односельчанками своими навыками, умением. Но когда к оружию тянутся руки женщины серьезной в возрасте, она помнит военную игру «Зорница». Женщины, облаченные в эрзианские национальные одежды, протягивают руку даже на условном Веленёск к оружию. Они оскверняют не только свою одежду, они оскверняют и свой народ.
застрелю. Нет, Иреютунавлем все-таки, косо только. Будет мезик со львой амулет. Нифига мы военным билетом какой. Тон меч сестра, наверное, да? Здесь сбора Вуда Лунок, Золи Сланцу, как сразу. Муж класса помнят мне денег, ну разбирать мне не разбирать. На время разбирается. А летними летний нет. Даже зарница улиц. Это все используется. Что за мир, где за военный рук? Ну и какое же сельское моление обходится без вербовки в армию? Правда, этот пункт, этот стенд, эрзяне сразу же назвали конкурсом дураков. Радует, что за весь день к скучающим вербовщикам так никто и не подошел, так никто и не записался. А это подает надежду. Эрзяне шутят, главный приз конкурса дураков достался организаторам конкурса. Друзья, мы показали вам то, что не показали по мордовским новостям. Мы показали то, что находится за пределами здравого смысла. Ну, психически здоровый человек не будет это делать на народном молении, ну, даже на празднике. Что это такое? Это показатель начала коллапса государственной системы управления. Просто подумайте сами, что произошло за последний год с небольшим. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев призвал бомбить Белгородскую область. По его словам, снаряды должны полететь по Шебекино. Сегодня надо точечно их душить и долбить. В том числе и по Шебекино, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Можно было это представить себе 1,5 года назад. А то ли еще будет. Поэтому будем уверены, никому невозможно остановить необратимый процесс распада Российской Федерации, который распадется так же, как распался Советский Союз. Сам. Просто это не жизнеспособная система. И поэтому у нас будет возможность обязательно создать свое эрзянское государство, государство для людей. Государство, в котором будут жить как в своем доме люди всех национальностей, и эрзяне, и макшане, и татары, и русские. Все у нас будет хорошо. Нужно верить, надеяться и работать.